созданию единой системы 112 наша республика приступила еще в 2014-м, одной из первых в стране. И только за первый год операторы приняли более 140 тысяч звонков. ДТП, коммунальные аварии, конфликты с бродячими псами и, конечно же, вызов скорой помощи. Сегодня в регионе 2 центра круглосуточной обработки вызовов. В составе каждой дежурной смены 6 операторов. Отвечают всем. Консультации самые разные. Это может быть и прорыв водопровода, может быть и электричество, или еще какой-то случай. Собака где-то застряла, кошечка на дереве висит. По любым буквально. Даже будут поступать, планируется, что будут поступать конституционные вызовы. Например, вы разбили градусник и не знаете, как поступить, как собрать эту ртуть. То же самое, позвонят на телефон 112 и получают здесь консультацию. Сыктывкарский центр обработки вызовов главный в республике. Охват территории практически повсеместный. За безопасностью других, а своей центр тоже не забыл. Он оборудован современнейшими системами пожаротушения, кондиционирования. Оборудование полностью сдублировано. Практически 2 комплекта оборудования стоит идентичных. Кроме того, у нас 2 источника питания. ЦОД оборудован по первой категории энергоснабжения. В случае, если пропадает электропитание на 2 источниках, что достаточно маловероятно, но возможно, у нас стоит дизельная установка, которая в течение нескольких секунд запускается, и энергоснабжение центра обработки вызовов продолжается в самой, что ни на есть, чрезвычайной ситуации. Основа системы – электронный комплекс «Протей», названный по имени персонажа греческих мифов, который обладал даром предвидения. Будущее здесь вам, впрочем, вряд ли предскажут, но психологическую помощь окажут незамедлительно. 112 – номер в системе главный, но не единственный. Для удобства можно набирать и по трехзначным номерам – 101, 102, 103, 104, а в случае с сельскими районами и по двузначным – 01, 02, 03, 04. Это вовсе не удивительно. Если происходит чрезвычайная ситуация, для ее решения, как правило, подключают сразу несколько служб. За техподдержку отвечает Республиканский центр информационных технологий. Если требуется комплексное реагирование, как на ДТП с пострадавшим, когда выезжает минимум 3 службы, а на пожар и может быть и 4 службы одновременно, система 112, то есть оператор принимает решение о направлении таких служб на происшествие, и данная карточка события разлетается одновременно во все службы для экстренного реагирования, что повышает скорость прибытия данных служб к месту происшествия. Вызов по номеру 112 бесплатен. Звонить можно даже при отрицательном балансе или отсутствии сим-карты. В МЧС нам рассказали о том, какие позитивные изменения несет внедрение единого номера. По сравнению с традиционными 01, 02, 03, 04, новая система имеет практические преимущества. Она позволяет обеспечить гражданам вызов экстренных служб, особенно в тех случаях, когда гражданин может растеряться и не понять, кто же и какая служба нужна. Кроме того, есть такие факторы, когда, скажем так, происшествие происходит на территориях между населенными пунктами, и территории обслуживания дежурных служб тоже различаются. А код домофон у вас есть? Нет, Андрей Геннадьевич, правильно я поняла? Вам требуется скрытие дверей, а внутри маленький ребенок, правильно? Ухтенский центр обработки, пусть и считается пока резервным, игроком запаса себя явно не ощущает. Только за первый квартал работы филиала системы 112 в Ухте за помощью обратились почти 100 тысяч человек. Хорошо зарекомендовал себя и принцип одного звонка, то есть попавший в беду человек не должен гадать, какая служба должна помочь в той или иной ситуации. Это решает специалист-профессионал. В течение 45 секунд он обрабатывает запрос и передает вызов в скорую помощь, полицию, пожарную охрану или газовую службу. Операторы связи здесь проходят предварительное обучения. Сейчас их в штате 24. В марте пришли еще 12 стажеров. В этом деле немало нюансов. Приветствуется психологическое образование, поскольку это работа с людьми, зачастую попавшими в стрессовую ситуацию. Бывает необходимые знания языков, в частности коми и английского. Звонить могут не только русскоговорящие. Основной центр обработки данных, центр хранения у нас находится в Сыктывкаре. Но здесь находится комплект оборудования, который помогает работать в так называемом режиме выживания. То есть, когда с основным центром что-то случилось. Для этого и дело в Ухте, а не где-то по другому адресу в Сыктывкаре. Это так называемое территориально разнесенное резервирование. То есть, если что-то у нас случится крупное в Сыктывкаре, да, у оператора связи, либо еще что-то, все звонки перейдут сюда, и мы будем дальше работать. То есть, не дай бог это случится, все равно система по остальным районам будет работать.
За первый квартал 2017 года в службу 112 поступило уже около 100 тысяч звонков. Люди успели оценить удобство новой системы, о чем говорят благодарные отзывы за своевременно оказанную помощь. Максим Васильев, телеканал Юрган, Сыктывкар, Ухта.